Среди десятка изображений в зале, посвященном героям Великой Отечественной войны, размещена и фотография Гамида Ужахова, рожденного в 1915 году. Человека, для которого Родина стояла на первом месте. Дочь рассказывает об отце с гордостью и слезами на глазах. Трудности у солдата начались еще в детстве. При коллективизации отец Гамида Ужахова попал в разряд кулаков. Дом снесли, и мать с 10 детьми оставили без крыши над головой. Впоследствии их приютили дальние родственники. Когда герой сюжета подрос, он поступил в Грозненское военно-пехотное училище. Оттуда и был призван в Армавир, во второй – особый чечено-ингушский дивизион. Был назначен командиром конного разъезда по охране штаба Северо-Кавказского фронта, который был из Ростова-на-Дону в Армавир переправлен. И он находился в распоряжении начальника. Там Ужахову дали строжайший секретный приказ – блокировать и контролировать все въезды и выезды из города. Впоследствии в Ростове развернулись кровопролитные бои, и Ужахов был серьезно ранен и перенаправлен в госпиталь в Армению. После выписки его сразу же призвали в Украину на освобождение Донбасса. Там его взвод окружил и уничтожил немецко-фашистскую группировку армии Дон. За эту операцию его наградили орденом Красной Звезды. Этот бой, по словам Ужахова, для него был самым тяжелым. Отец сказал, я не мог спать, говорит, несколько недель. А в городе зашел, говорит, дом малютки. И, говорит, большая светлая зала была. И там, говорит, коек 30-40, говорит, стояли эти детские кроватки, и младенцы лежали. И когда я прошел, ни один младенец не был живых. Они были настолько истерзаны, настолько изрезаны, с такими раскрытыми ртами, орали, наверное, плакали. И он сказал, что после этого я как-то очерствел сразу сердцем. Позже его назначили командиром пулеметного взвода в Третьем сталинском рейде в 1944 году, когда в составе Первого Украинского фронта дивизия находилась уже в Чехословакии. Изнурительные кровопролитные бои привели к тому, что от взвода осталось 5 человек. Все они получили благодарность от маршала Конева. Последним из сражений, в котором участвовал Гамид Ужахов, стало при форсировании реки Одер 2 февраля 1945 года, где он был тяжело ранен и выведен в госпиталь Киева. Здесь наш герой и встретил великую победу. 9 мая 1945 год. После вернулся к семье, где его ждали жена и 7 детей. Гамид Ужахов хоть и был скромным, но и героем. Очень любил свою семью, но разговоры про войну в доме были под запретом, рассказывает внучка. Потому что с нами, с детьми, со своими внуками он никогда о войне не говорил. Я его знаю как заботливого дедушку, который не всегда мог правильно выразить свою заботу. Чаще всего это происходило в такой грубоватой, жесткой форме. Это по прошествию времени, когда ты уже вырос, приобрел жизненный опыт и понял, что это был страх за внуков, переживания, и это была забота. Прожив после войны долгую и счастливую жизнь, он скончался в возрасте 81 года в кругу своей любимой семьи. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.